Учебные учреждения, задействованные в борьбе с коронавирусом в Ингушетии, оснащены всем необходимым оборудованием для оперативного лечения. Есть все необходимые медикаменты и средства дезинфекции на несколько месяцев вперед. Об этом заявил замруководителя Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Вадим Тестов на встрече с главой региона Махмуд Али Калиматовым. Значит, что меня здесь приятно очень удивило, вот я неплохо знаю ситуацию, мне приходится моим сотрудникам выезжать. Я понимаю. Много, да. Вы умудрились достаточно хорошо оборудоваться по двум принципиальным позициям. Это средства защиты. Вы действительно сделали эту работу очень хорошо, у вас сотрудники защищены очень хорошо. И мы посмотрели сейчас планы дальнейшие. Я думаю, с этим вы ситуацию вот эту разрулили. Та, которая действительно в большинстве субъектов не разруливается. Вот. Огромное вам спасибо лично. Потому что вы сами понимаем, что больной медработник, это как сейчас на войне, это потерянная дивизия, проигранное сражение. Мы проехали по всем перепрофилированным учреждениям, нами даны рекомендации определенные. Там минимальная, получается, нужна помощь по дооснащению, дооборудованию, скажем, для того, чтобы из обычного больницы сделать инфекционную больницу. Ну, инфекционная больница отдельный проект, чисто технический. То есть эти перепрофилированные учреждения, они не подходят по проекту, поэтому нам приходится во временном режиме делать определенные небольшие, но строительные фактически работы. Он добавил, что ими его коллегами, врачом-пульмонологом, инфекционистом Александром Дмитриевым и врачом-анестезиологом, реаниматологом из клиники хирургии имени Вишневского Гульнарой Изудиновой был проведен обучающий курс для регионального медицинского персонала, в том числе для реаниматологов, которые работают с самыми тяжелыми больными. Отдельно был отмечен вопрос оснащения больниц. По количеству коек у вас все на данный момент нормально. Вообще никаких претензий по этому поводу нету. Значит, соответственно, вы должны справиться. Персонал достаточно. Мы провели вчера курс для сотрудников. Это очень важно было. Мы поездили во время работы, самое главное, реанимационных больных, вот с вашими реаниматологами, наш реаниматолог поработал, да, потому что там есть некие такие чисто медицинские нюансы, которые вполне понятно людям, которые сильно с этим не сталкивался, надо было показать. Надеюсь, что наша поездка будет в этом плане для вас пользу оставит республике, и мы не зря съездили. На встрече были затронуты вопросы лекарственного обеспечения больниц, которые сейчас перепрофилированы на помощь инфицированным коронавирусом. Это новая инфекция, и достаточного количества лекарств для ее лечения физически нет нигде в мире. Это проблема всех стран. При этом вашу готовность мы оцениваем как высокую. Региональному министерству удалось закупить все основные препараты для лечения с запасом на месяц-два. Это очень хороший результат, поскольку мы сталкиваемся по многим субъектам с тяжелым дефицитом лекарств, отметил Вадим Тестов. Отдельно представитель Минздрава России отметил, что в ближайшее время в регионе будет внедрен новый метод лабораторной диагностики вируса COVID-19. По лекарственному обеспечению мы тоже, в общем-то, посмотрели. Постоянно они прибывают, каждый день вот фуры разгружает у нас Минздрав, да, с препаратами. В ближайшие месяц-два вы по препаратам справитесь. То есть, в принципе, готовность мы вашу оцениваем как достаточно высокую. Значит, это то, что касается подготовки медицинской службы. Проверьте. Значит, здесь я хочу тоже, чтобы у вас было совершенно четкое понимание по обследованию. Это не проблема Ингушетии, это проблема всей страны. А, вот так, да? Она, да. Значит, что там происходит? Проблема в том, что вот те тесты, которые вы сейчас должны запускать, этих тестов де-факто не было. То есть, поэтому сейчас говорить, что вот в данный момент какой-то перебор с пробирками, но это, знаете, то, что вчера не было, мы не знали, что может понадобиться. Сейчас зарегистрированы системы шаговые, скажем так, экспресс-системы. Это научный прогресс. И вот сейчас субъекты обеспечиваются этими новыми системами, минздравовские подразделения, и у них появляется возможность тестировать то, чего еще не было совсем недавно. При всем, что сейчас будут запущены минздравовские лаборатории, по закону обследовать больных они не имеют права. Они будут обследовать только контакты, только здоровых людей и медработников. Это, к сожалению, закон. Потому что обследовать больных может только сейчас Роспотребовская лаборатория. Это федеральный закон. Работать с заведомым патогеном 1 и 2 групп могут только лаборатории 1-2 уровня сертифицированные. А это только Роспотребнадзор. То есть, соответственно, есть, как вы уже сказали, алгоритм. То есть, в соответствии с этим алгоритмом, получая результат, врач любой будет дальше действовать. То есть, это все нормально. И еще раз повторяю, это серьезный технический и научный прогресс. То
То, что эти новые экспресс-системы у нас быстро и в России в том числе стали появляться, разрабатываться и пошли в практику. Мы должны быть готовы к тому, что пика мы не прошли. Пик говорить о каком-то пике мы сможем, когда у нас в течение как минимум 2 недель не будет эпизодического нарастания хотя бы случаев заболевания. То есть когда оно будет держаться, называется вокруг одной и той же цифры. Вот тогда мы можем говорить, что мы выходим, значит, как-то начинаем справляться. И когда мы говорим, что мы начинаем справляться, это значит, что еще месяц-два мы будем последствия разгружать. По мнению Вадима Тестова, основная причина роста заболеваемости в регионе в том, что население продолжает без проявления должной ответственности относиться к вопросам безопасности в период распространения эпидемии. Те подразделения сейчас, инфекционные подразделения, которые созданы, должны быть полностью изолированы от внешнего населения. Полностью, поскольку они изолированы должны как тюрьма быть. Объекты, где лечатся больные, в том числе вооруженной охраной, с самыми широкими полномочиями. Допустить того, что там, извините меня, волнующиеся население, родственники, извините, будут туда прорываться и вспышки устраивать из-за этого болезни, это по всем законам будет просто преступление. Дальше, называется, дальнего периода никакой посторонний человек туда приблизиться не может, потому что это опасная инфекция. Поэтому здесь не лишние, называется, семейные и прочие нарушения режима и общие собрания, здесь это называется вредительство и против республики, и против страны, и против всего мира. Мы понимаем, что обычаи это святое, но когда нация будет погибать из-за обычаев, значит, с этим что-то нужно делать. В свою очередь, глава региона поблагодарил прибывших врачей за помощь местным коллегам в борьбе с коронавирусом. Вы очень поддержали врачей. Огромное спасибо Михаилу Альбертовичу. И вы приехали, отсюда группа, я и Александр Сергеевич, и Гульнара Магомедовна. Огромное спасибо им от меня, от жителей республики. Потому что для нас это очень важно. В завершении представитель федерального ведомства сообщил, что специалисты федеральных мониторинговых и лечебных организаций продолжат помогать ингушским врачам посредством технологии телемедицины. Зелимхан Калоев, Новости 24.